Обильные снегопады, которыми так щедра нынешняя зима, для Нижнеодского дома-интерната для престарелых и инвалидов отныне не страшны. Достаточно внушительную по размерам территорию раньше убирали в основном вручную, лопатой. Но теперь местному дворнику в разы легче. Современный погрузчик хоть и отличается достаточно компактными размерами, тем не менее настолько маневренный, что расчистка снежных завалов проходит гораздо легче. Управление легкое, уборка легкая, быстро, шустро. А сколько времени занимает уборка? Всю территорию, так честно сказать, часа 3. Если когда всю территорию, когда снегу много. В первую очередь с утра здесь расчищают дорожки, ведь снег стараются вывести за пределы, чтобы он ни в коем случае не мешал свободному передвижению постояльцев интерната. Все-таки в основном здесь проживают люди почтенного возраста, а еще инвалиды, и им всем просто показаны прогулки на свежем воздухе. В учреждении даже есть своя так называемая тропа здоровья для мобильных групп. Мы очень благодарны «Лукойлу». Да прежде всего следует отметить приобретение именно такого мини-погрузчика с бортовым подъемом. Очень благодарны, тем более учитывая такую снежную зиму, такие метеоусловия. Поэтому мы вдвойне благодарны. Потому что очень огромная территория, поэтому чистить, конечно, приходится не только там, как говорится, одним дворником, но именно благодаря этому мини-погрузчику. Всего в республиканском Нижнеодском доме-интернате проживает 101 человек. С каждым годом условия для них здесь стараются сделать все более комфортные. Так совсем скоро здесь появится и свой уличный тренажерный комплекс для людей с ограниченными возможностями. Деньги на закупку оборудования также выделил «Лукойл» в рамках 13-го по счету конкурса социальных и культурных проектов. По словам директора интерната, оборудование уже закуплено. Как только растает снег, оно будет установлено. Любовь Лапина, Мария Кацова, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Сосногорский район.